Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 марта 2023 года, 21:01 по Берлину и 22:01 по Джохару, друзья. Приветствую вас. Так, гражданин Ичкерии, Мадина, Довили, Эдам, всех я вас, друзья, приветствую. Алейкум ассалам, дейли салам маршал, голь массерга, масшавига, мокши, мерши, овальши. Друзья, стрим у нас идет, как обычно, в ТикТок и в YouTube. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Бюстик Далуизил, Бюстик. Ва алейкум ассалам, Вени, Машволь. Так, пока мы собираемся, как обычно, я быстро расскажу о боевых потерях русских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 27 марта 2023 года. Итак, за прошедшие сутки уничтожено русских террористов уничтожено 610. Итого их цифра достигла 171 160. 0 танков за прошедшие сутки уничтожено. Итого танков 3595. 6 боевых бронированных машин за сутки. Итого 6953 машин уничтожено. 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО. Соответственно, 2638 артиллерийских систем и 523 РСЗО. 0 за сутки антиаэркрафт, 277, всего 305 самолетов и 291 вертолет, 0 за сутки. БПЛА 2216, крылатых ракет 911, все это 0 за прошедшие сутки. 18 кораблей, 0 за прошедшие сутки. И 7 автомобильной техники и цистерн. Итого автомобильной техники 5493 и 3 специальной техники. Итого их цифра достигла 285. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Ва алейкум ассалам, Задик, Машволь. Вот такие вот, друзья, у нас дела. Ва алейкум салам, Ахмедыч, Машволь. Муслим ночи, ва алейкум ассалам, Машволь, ночи, Машволь, ва алейкум салам. Всех я вас, друзья, приветствую. Приветствую. Так. Друзья, сегодняшний мой свой стрим я назвал Чеченская республика Ичкерия восстает из пепла. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Чеченская республика Ичкерия должна мобилизоваться, должна собраться. Все это на наших глазах происходит и дальше будет происходить, без сомнения. Все у нас будет отлично в этом плане. Давайте на эту тему поговорим, Дион. Слава Украине, свобода Ичкерии. Героям слава, АФР. Умадец, Ахмедыч, Чадик, все нормально. Дерзкие ночи, ассаламу алейкум из Украины, от ночи, ва алейкум ассалам. Дал мула, Задик, дал мула. Так, давайте об этом поговорим. Поговорим о делах, которые у нас стоят на сегодняшний день, у нас как обстоят дела, и поговорим о ситуации в Украине, поговорим о ситуации в фашистской России, ну и, конечно же, наши дела обсудим. Дигду дал бухастам, алейкум ассалам, Эфир Машволь, умада, все нормально. Эфир, любимый сериал, Сан Ларюк Аслан. Мегарду, Ахмедович, Мегарду. Любимый сериал Дикум Юмбадик Дич. Весело.
Как вы видели, вот я недавно выложил у себя в YouTube в разделе сообщества ссылку на террориста, одиозного террориста русского Фредди Крюгера Николая Патрушева, который заявил, что 2 раза они спасали Америку от развала, и вот теперь больше они этого делать не будут. В связи с этим, конечно же, это опять же ложный посыл, как обычно. Гибнюк был бы не гибнюком, если бы он не врал бы. Врать они любят, умеют. И если есть возможность соврать, они никогда не скажут правду. Ну вот, какие выводы из этого можно делать? Конечно, там ложь, все, никого они там не спасали от развала и так далее. Один раз он говорит, там, кого-то они там спасали в гражданскую войну, во Вторую мировую войну, ну якобы тоже там спасали, хотя не только они принимали в этом участие. Хотя потери, конечно, советские граждане понесли и не патрушевские там понесли, а реально все советские граждане понесли. И больше всех потерь понесли, как мы знаем, народы Средней Азии, которых просто на убой гнали на немецкие пулеметы. Так вот, я с чем это связываю? Вот это заявление Патрушева не часто делает заявление. Ну вот с чем я это связываю? А связываю я это с тем, что сейчас идет предвыборная гонка в США. И это такая угроза от Патрушева, что вот он говорит, что вот мы можем сейчас вам раскачать так ситуацию, что вы будете вынуждены фактически, или там доведут до такого состояния, что они там могут развалить Соединенные Штаты. Как мы знаем, Соединенные Штаты это не одно государство, а 50 государств, которые имеют там своих губернаторов, которые имеют свою, ну, реальная федерация, как у нас тут в Германии, также и в Соединенных Штатах, федеративное объединение государств. И у них много противоречий. В одних штатах разрешена смертная казнь, в других нет. В одних штатах разрешено ношение оружия, в других нет. Там, ну и много-много вещей, которые просто кардинально расходятся с принципами другого штата. Штат, как мы знаем, по-американски, по-английски, это государство. Соединенные Государства Америки, так это переводится, если дословно перевести. И вот давайте будем наблюдать, будем обсуждать и посмотрим, к чему хотят русские террористы, которым грозит сейчас распад их тюрьмы народов, ГУЛАГа народов, как называл их Абдурахман Авторханов. Вот эти государства, русские, Соединенные Государства Америки, русские хотят развалить. Что в принципе невозможно при всем желании. Они могут ругаться, они могут как угодно там между собой спорить, митинговать и так далее, но в отличие от фашистского ГУЛАГа, который насильно загнан вот в это одно государственное образование, в отличие от этого американцы всегда были свободны и в любой момент и так могли выйти. В принципе, и они всегда этим и грозились, и кичились. Когда они что-то не устраивает, там один штат мог сказать, да, идете вы и так далее. Поэтому вот, конечно же, это всего лишь угрозы, ничего они сделать не могут. Все, что они могли сделать, они делали и будут делать как в Украине, так и в Соединенных Штатах и во всем мире. Единственное еще, что они еще не сделали до конца, это их конек, это террористические акты, которые им сейчас не очень удается проводить. Я не сомневаюсь, что они пытаются, так же как они у нас тут в Германии пытались свергнуть власть и всегда где-то торчат свергнуть законную власть и чтобы там какую-то монархию вернуть хотели, что тоже имеет место здесь в Германии. Есть такие люди, которые хотят восстановить монархию, и как мы знаем, такая попытка была. Ответ на это послужил задержание этих лиц. И сейчас, вот буквально вчера, сегодня поступают новости, что Анна-Лена Бербок, наш министр иностранных дел, заявила, что
будут выдворены 30 российских дипломатов. По другой информации проходит, что это все-таки не так было сказано, что это не совсем так и так далее, и так далее. Ну, будем наблюдать, будем смотреть, друзья. Так, ва алейкум ассалам. Зумсо дестан, марх дестан, дал бухастан. Марха дестан, огиц шупурбанц. Фанта меряду, дец. Аш моли фанта. В натуре, да. Так, Иран Виллу, алейкум ассалам. Асколи, Питер, РШБ и все остальные. Ва алейкум ассалам. Всех вас, друзья, всех вновь зашедших, заходящих, всех вас приветствую. А что пьете? Пью фанту экзотик. Очень хорошая вещь. Весь день простояла, ну почти весь день простояла у меня на столе. И хорошо, что мне Зумсо напомнил, да? Ты как предсказатель Ванга, говорит. Ну, Ванга, не Ванга Дуон, но кое-какие, если вы внимательно следите за событиями, кое-какие вещи можно предположить. Не на 100%, но что-то можно предположить. Ночь, ва алейкум салам, дику дал бухастам, все отлично. Аслан Грозный, ва алейкум ассалам, Шаверга Маш Войшу. Все старые наши, старые новые друзья, да, заходят, заходите. Зеленый чай Липтон Сила. Солнце зеленый чай Липтон, да. А ты попробуй вот этот экзотик фанту, это вообще вещь убойная. Что означает «витаю» на украинском? Это приветствие. Здороваются так. Реклама неплохая. Да, мне заплатили, бог, много денег заплатили мне за фант, за рекламу фанты делал. И теперь все мои подписчики будут пить только фанту. Москву взяли ли? Да, уже. Во асабу. Слухи, знаешь, мне знаете, что самое больше нравится? Что меня забавляет, да? Черномазые, по-другому вас, ну, вас по-русски по-другому немножко называют. Когда вы топите за Россию, мне очень нравится. Ну, насколько нужно быть ничтожным человеком, что не иметь ничего внутреннего своего, чтобы вот так топить за Россию, да? Взяли, не взяли, взяли, не взяли. Скоро ты узнаешь. Киев за 3 дня взяли, да? Сегодня же куплю, да, дикдом, попробовать, дело экзотик олагдом. Как и в 2002 году. Что значит, как и в 2002 году? Витаю на украинском, как в 2002 году. И так далее. Да, тигр напитки, DQ, да, это точно. Поэтому вот что меня удивляет, вот когда заходит. Я про Норд-Ост. Да, к чему Норд-Ост? О чем ты, муслим? Скажи мне, пожалуйста. Натуре, барматуре. Так, какие плюсы, минусы? Что ты имеешь в виду, какие плюсы, минусы? В этой фанте? Ну, фанта просто вкус. Москву возьмем. Да, Москву посмотрим. Возьмут или на колени она упадет, сама будет умолять. Посмотрим. Все будет видно в ближайшее время.
Россия хочет перейти на электронные деньги. Посмотрим. Мустану алейкум ассалам. ААВ Бамут Шавига Машвольшу. У тебя на аватарке Алим Султан, имам каждый день у нас был в гостях, герой, скажем так. Нет, у меня на аватарке не Алим Султан. Где ты имеешь в виду? На YouTube канале на аватарке? У того Аслана Грозно, да, у него, да, Алим Султану. Алим Султан. Имам Алим Султану. Да, у него, да. Так, Антвар Бадик Диш, да, Лазват Обал Дольцин. Лелаур. Иш нагуишун, сэр. Вот таких они убивают, табелы убивают, а остальных они не трогают, да. Вот как-то так, да, как-то так. Как YouTube канал называется? YouTube канал называется Аслан Арцуев HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Питер Вольф, алейкум ассалам. Питер Вольф, отсигах кузам, мау. Так, 15-рублевые, вы где? Почему у вас нет, да? Не видно 15-рублевых, да. Путину сделали суд, принял решение задержать. Да, выписали ордер, это нам уже известно. Орденом наградил МУС. Путяру, да, Путяру. Так. Шах водел ал шуэл бао дерес хуэл шахик далу док саламашал. Саламашал дорик шахир. Все, это делер саламашал уэль. Док саламашал. Лошай дига. Машуэль аснан Аллах да беркетил. Амин бамухчилеб. Амин. Надо было суд делать в 99 году. Абсолютно с тобой согласен. Муслимы сейчас, знаешь, как они говорят, что вот, да, вот есть такой Уертин фамилии, который Литвиненко книгу писал. ФСБ взрывает Россию, живет в Америке, Фельштинский. Так вот, Фельштинский говорит, вчера с таким экспертным мнением он выступает и говорит, надо было в 2008 году, когда он там полез на Грузию, тогда принимать меры и так далее, и так далее. Я не понимаю, откуда у Фельштинского вот такая короткая память. Вроде бы умный человек, взрослый человек. А почему же никогда он теракты делал, своих граждан взрывал? А не почему, когда он проводил теракты в 96-м, 94-м, 95-м. Почему, когда не напали русские террористы на суверенное независимое чеченское государство? Вот, ну, лицемерие просто. Я другого объяснения этому не вижу. Так, ассаламу алейкум, Берзлой, как вы? Аллах дал марнаш обал дуэшу, Аслан, да будет доволен тебе Аллах, амин. Дерез хулю, алейкум ассалам, ичкерия. Салам машал, дуэк, саваш. И тобой пускай будет доволен Аллах. Аллах азват обал дуэль, имам Али Султан. Амин, аслам. Амин. Так, ассаламу алейкум, из Алматы, ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, Алмата. Ты ваххабист? Ну, отчасти, ну, а что? С какой целью интересуешься? 90 стран Путин не может поехать. Он и в другие страны побоится поехать. Потому что, и не только он, самое главное, нам сейчас говорят просто про Путина. Там есть и Патрушев, я убежден в этом. Там есть и Бортников, там есть и Шойгу, там есть и все одиозные террористы. И все отлично, друзья. Все просто супер. Он может как Северную Корею закрыть. Может, конечно, может, да. Но у Северной Кореи нету сейчас состояния войны. И для того, чтобы закрыться ему нужно сперва закончить этот конфликт. И чтобы никто к нему не лез.
но есть вероятность, что украинцы Донбасс и Крым заберут обратно. А потом есть еще вероятность, что еще создадут буферную зону, которая будет на много километров отодвигать и войдут на территорию фашистской России. А есть еще вероятность, что будут бомбить Москву, что как когда-то это было в Югославии. Так что там закрывайся, не закрывайся, Вова влез по самые уши. Так, а может ли Китай помочь РФ оружием, твое мнение? Ну, по идее, может. Может. И, наверное, какая-то помощь пытается, оказывается, да, секретно как-то там. Что-то там пытаются помогать как-то делать. Вполне возможно, сейчас вот эти речи, разговоры пошли, что у Путина какие-то там танки появились, там еще что-то. Может быть, Китай сейчас сказал, что он поставит танки. Но танки это не иголки, стоги сена, их будет видно, если в таком количестве будут перегонять на территорию фашистской России. Хотя, может, их уже перегнали там где-то и будут сейчас уже по территории России гнать. Но будем наблюдать, будем смотреть, посмотрим. Никаких шансов у них нет. Сколько бы оружия, сколько бы танков не было, но это займет время, займет жизни человеческие. Но в любом случае Украина уже не сдастся. Украина не отступит. Украине нет просто пути назад. Потому что в Украине будет совершен геноцид, как он был совершен в Чеченской Республике. Все руководство, все, кого вы видели на камерах, кто там с автоматом где-то был, где-то кто-то воевал, все будут находиться и уничтожаться. И вообще украинцы не собираются, и они такие же упертые, как чеченцы, украинцы, как мы уже видим. Поэтому никаких шансов нету, что это все выйдет как-то в пользу России. Нет, это уже исключено. Этого уже быть не может. Украинцы будут драться до конца. И они победят, они побеждают. Инициатива уже последний год-полтора, уже полностью год. Ну, год нет, но сколько? 7-8 месяцев, первое время еще какая-то инициатива была у русских. После этого вся инициатива, военная инициатива у украинцев. И мы это видим прекрасно. И Украину накачивают оружием. Огромное количество оружия. Танки, БТРы, самоходные установки, артиллерийские системы. Я думаю, самолеты уже тоже поставляются и все остальное. Так, масса есть у них, живое мясо. Да, ну знаешь, одним мясом сыт не будешь, как говорится. Одним мясом ты ничего не сделаешь. Сейчас современное оружие, которое может мясо утилизировать просто миллионами. Вот такие вот дела. Так. Адам, единственный человек, который нравится мне песни, ее песни, и Хасмамад Хаджимурадова. Да. Действительно, самый любимый сериал, твой стрим, Астан. Жду с нетерпением. Больше приходится смотреть записи, но все равно. Все, Кульдальбак Баки. Стримом решен дела, да, мова. Ой, пока домелду, да. Ассаламу алейкум, Асан. Чисто скажи свое мнение, только честное. Что чеченскому народу надо сделать для независимости? Тот самый одиночка 95. Любая война выигрывает партизански. Бо и уживается, бо. Вилпес Машвойль. Всем доброго вечера. Ну, смотри, тот самый одиночка 95. Ну, во-первых, алейкум салам, во-первых, убери 95, если ты не за русских и не прорусский ты. Потому что это номер, который тебе присвоили, когда тебя вогнали в ГУЛАГ народов под названием фашистская Россия. Во-вторых, что сделать нам для независимости? Ну, во-первых, нам нужно, ну, я считаю, сомнения есть, мы должны очиститься от агентуры, от любой связи с Россией.
От нас, в принципе, раскрывать дуть, что ли, раскрывать дуть, но ночью дуть бадр, но раз мы говорим на русском языке, давайте будем говорить. Россия сейчас находится на пороге своего краха, своего поражения, военного поражения в первую очередь, а потом уже всего остального. Дипломатическое, политическое она уже потерпела, и вот сейчас военное поражение ожидается. И мы, по идее, чеченцы, мы сейчас находимся, конечно, мы помним времена, когда мы сражались против атомной державы, я говорю, чеченский народ, хотя сражалось нас 5-10 тысяч максимум, но кто-то помогал, кто-то не очень, кто-то мешал. Ну, вот такая вот была ситуация. И нам сейчас не нужно воевать, нам не нужно ничего делать для того, чтобы возвращать нашу землю. Наш вопрос решается политическим, правовым путем. Да, конечно же, полицейские операции, задержание преступников, обезвреживание преступников в любом случае придется делать, проводить. Это бесспорно, но сейчас нам нужно создать гражданское общество. У нас сейчас самые мирные цели, которые только могут быть. Все, кто хочет воевать, имеет опыт войны, потому что неопытные там не нужны. Могут поехать воевать в Украину, набраться опыта, обзавестись друзьями там, и так далее, обзавестись умением пользоваться новым оружием и так далее. Нам нужно создавать гражданское общество, нам нужно создавать свои политические силы, которые будут представлять нас в мире. У нас нет сегодня таких сил, которые могли бы на достойном уровне грамотно представлять нас. Пока у нас в этом плане они есть, эти силы, я имею в виду, эти силы сейчас не поддерживаются народом, массово не поддерживаются народом. Если они не поддерживаются народом, эти силы, то считайте, это тогда маргинальные силы, с которыми Запад не будет считаться. Они будут на Западе, будут американцы, англичане, будут иметь дело с тем, кого поддерживает его величество господин чеченский народ. И мы должны себе найти такую силу политическую, которая имеется, которая сейчас в силу обстоятельств она пока не может о себе заявить как таковой. Вот эта политическая сила, она должна быть нами поддержана всеми. Если мы, как когда-то мы поддерживали Джохара Дудаева, когда выходим на митинги, мы кричим имя Джохара Дудаева, помните? Джохар, Джохар. Измял важным духайшон, дюнян герга, дагайтар. Лок бархикар, да, это важно, войн. А та личность, уй, цасагуй, вай халвалвул. Цунце йокша, кайкам бардуайн, важно. Из цунах цадель вари дачунец. Да, тем более наше положение сейчас. Это не так важно. Нам важно, чтобы Запад, мир, цивилизованный мир видел, что мы поддерживаем человека, с которым они могут иметь дело. Вот и все, что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли получить свою независимость. Нам нужно налаживать дипломатические отношения со всеми. Нам нужно много чего делать для того, чтобы работать, но именно в правовом, в мирном русле. Не нужно нам сейчас здесь, в Европе особенно, какие-то там полки, армии создавать. Ничего этого не нужно. Этого не надо делать. Нужно, чтобы были определенные люди, которых мы поддерживаем. И эти люди, по их зову мы должны выходить на митинги, мы должны писать комментарии, мы должны там, если он где-то дает интервью, вот эта сила, которая будет, мы должны
писать комментарии в их поддержку. Конечно, будут враги, которые будут писать гадости, но вот мы должны вот таким образом вести свою вот эту деятельность. Вот тогда у нас все получится. И мы это сделаем. Цаши и Куйоч. Абсолютно я в этом убежден. Цаши и Куйоч мы это сделаем. Так, нам нужен образ будущего, освобожденный в постпутинской Чечне. Ты совершенно прав, Астам. Да, Садулла, вот именно это я и говорю. Мы должны иметь представление, к чему мы идем, что мы строим. Мы это должны четко понимать. Я исхожу из того, что нужно мне, что я хотел бы для себя. А я, как и все люди, для себя всегда желаю лучшего. Правильно? Мы всегда себе хотим хорошего. Так вот, а если мы это хотим для нашего народа, значит это должно быть самое лучшее, что мы можем себе пожелать. У нас есть время, может быть это займет месяцы, может быть это займет даже несколько лет, но у нас есть время для этого. И мы должны понимать, что мы должны объединиться в единую силу. Пускай у нас будут разногласия, но на чем? На чем мы основываемся? На Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Это наш основной закон, основной документ, на котором мы должны опираться. У нас должна быть определенная преемственность власти. И самое главное, если мы хотим создать нормальное, цивилизованное чеченское гражданское общество, оно должно быть без какого-либо влияния или какой-либо связи с фашистской Россией. Кто-либо из чеченцев связаны с спецслужбами России, кто-либо из русских связаны со спецслужбами России. Эти люди не должны на пушечный выстрел к нам подходить. И вот вокруг таких людей, вот такого гражданского общества, мы должны каждый следить друг за другом, чтобы у нас не было непонятных людей. У нас у чеченцев особенность такая есть, что вот если мы что-то знаем, это как будто считается там донос. Если он работает на русских, и мы об этом скажем, ну как будто ты донес до него. Но когда он, работающий на русских, появляется возможность на нас донести, то он без проблем до нас донесет и изгнобит нас и в тюрьме, и сделает нам проблемы, и документы у нас отберут и так далее, и так далее. А вот мы почему-то думаем, что вот нам не надо. Говорит он даже мотуарду, дац. Раскшент и буалбешчу на мотуар дац. Раскшент и буалбешвига. По закону, все, кто сотрудничает с оккупационной властью, по закону, международному праву, нашему, в первую очередь, нашему закону, мы должны исходить из наших законов, потому что и международное право, и мир, и все цивилизованные страны дружно отвернулись от нас, за редким исключением, и оставили нас на съедение русскому людоеду. Сумасшедшему, бешеному людоеду, как сказал Путин, бешеному зверю, который он сам взорвал дома и назвал террористов, взорвавших эти дома, бешеными зверями. И вот мы должны, исходя из этого, должны понимать, что любой человек, кто служит фашистской России, является врагом, которого имеет на законных основаниях, так как объявлено военное положение в 1999 году президентом Масхадовым, на законных основаниях не то что сообщить, не полицию даже, просто придать этот факт о гласности, чтобы мы об этом все узнали. Чтобы вот эти люди, которые сотрудничают, мы о них знали. Если их можно на законных основаниях, в соответствии с законом о военном положении от 1999 года, уничтожать, убивать, прямо я говорю, в соответствии с законом, я не призываю этого делать ни в коем случае, тем более находясь вне юрисдикции закона, который принимал Аслан Масхадов, нашего на территории Чеченской Республики. Мы находимся здесь в Европе. Но придать огласке мы обязаны. Если их можно уничтожать в соответствии с нашим законом, то
придавать огласке факт о их сотрудничестве с фашистской Россией, мы обязаны просто. Вот такие вот дела. Поэтому как-то так я это вижу, друзья. Джаварда, герой наш, он отдали жизнь за свободу, за флаг Ичкери. Ичкери живая, если вы дал мула Адам. Асан, что касается всяких министров, депутатов и прочих чиновников, как считаешь, нашей стране нужны эти бездельники? Конечно, нужны и министры нужны, и депутаты, и чиновники, Садула, обязательно нужны. А без них, к большому сожалению, никуда не деться. Обязательно, конечно. Депутаты принимают законы, они, это очень важный орган, парламент. Это один из самых важных, и как и судебный орган, и правоохранительный орган. Конечно же, они нужны. Но эти люди должны работать на нас. Мы их нанимаем, понимаете? Они ничего не производят. О коррупции, воровать и богом там близко вообще это не стоит даже вопрос. Мы его берем на работу, и он еще нас обворовывает. Но это просто, извините меня, это сука просто может только себя так вести. Одно дело, когда ты живешь в фашистской России. Одно дело, когда ты живешь в оккупированной тобой в стране, которая тебя оккупировала, во вражеской стране. Я призываю всех, кто проживает в оккупированном Россией, в России проживает, ни в коем случае не соблюдать при возможности, просто и только если вы вынуждены соблюдать закон. Только в таком случае. А так ни в коем случае не соблюдать закон. Но если это твоя страна, ты нанимаешь чиновника, выбираешь министра, выбираешь президента, и он тебя грабит, и он тебя обворовывает, ну извините меня, это просто самый настоящий конченый подонки, кто так может себя вести. Потому что он грабит у пенсии, у пенсионеров, у инвалидов, у детей и малоимущих и так далее, и так далее. Поэтому чиновники, депутаты, министры, они нам все нужны, без них никак. Штат, конечно, должен быть ограничен, там дармоедов не должно быть, но эти люди ничего не производят, а мы платим им зарплату. Зарплата должна быть хорошая, потому что, во-первых, и депутат, и министр должны быть высокообразованные люди, высококвалифицированные люди. И это очень важно для нас самих, потому что хорошо специализированный, хорошо квалифицированный чиновник, министр, депутат, это значит, наша жизнь будет лучше. У них должна быть зарплата, соответственно, чтобы люди хотели пойти на эту работу. А так, конечно, должно быть. Вот как-то так я это вижу, да. Салам всем свободным людям, салам асан. Салам, Эд, витаю тебя, витаю. Садуа, нам нужны умные люди, которые знают, как делать свою работу во благо народа страны. А вот лентяи, бездельники нет. Да, вот, Шиноби Кудзаки, совершенно верно. Мавадин, алейкум ассалам, витаю, витаю. Александр, героям слава, все будет так. Давайте почитаем, что у нас пишет. Давай, Мустан, давай. Хади, алейкум ассалам, с праздником, и тебя с праздником. А как воевать за Украину, если они сжигают Коран и режут на нем свинину? Но я так полагаю, что ты уже как бы возложил ответственность на украинцев, и поэтому ты вот решил. Ну, я исхожу из того, что ты как бы немножко... Здесь, знаешь, на войне что самое хорошо? Здесь есть белое и черное. Ты или на стороне света, или на стороне тьмы. Вот я полагаю, ты на стороне тьмы. И пытаешься всячески опорочить украинцев, не имея никаких на это оснований, никаких доказательств, кроме той фейковой записи, которую русские террористы специально сделали запись, чтобы рассорить сформировавшийся просто, наверное, в истории, наверное, очень-очень редко складывающийся союз мусульман, иудеев, христиан, буддистов и других людей разных конфессий и так далее. Поэтому это все неправда. Я убежден, что это сделали русские террористы, потому что это на них очень похоже.
Ну и плюс лица скрывали и так далее, и так далее. Это была провокация, а ты являешься проводником этой провокации. Так. Вот видите, что-то я, наверное, пропустил, я смотрю. وشك динауни, йо дицво, или ты отрабатываешь. К сожалению, вот гады не платят, к сожалению, не платят. Поэтому его вновь и вновь это говорю бесплатно. Как ты, наверное, ты позже подошел, здесь уже как минимум 2 человека ждут мои стримы, как сериал, да, любимый сериал. Поэтому не знаю, как тебе, но ни мне не надоело, ни вот моим подписчикам тоже это не надоело. Тебя что-то смущает? Попрошу покинуть нашу скромную компанию. Да. А ты в Европе живешь, скорее всего, в Германии, это еще лучше. Так, мы должны оставаться мыми. Вот так. Так, ничего. Так. Так, скучаю по флагам за спиной. Гамин, ну, флагов больше не будет. Ва алейкум ассалам, Аслан Машволь. Да будет доволен. Ну, наверное, ты вот этим, которые мне тут пишут, наверное, ты хочешь сказать, да? Ты не там, почему ты за весь народ говоришь? Почему я за весь народ говорю? Я говорю за себя дело. Аслам, we love you. Вот видишь, меня любят. Спасибо. Thank you very much. To freedom. Thank you. Кто-то из твоей семьи родственников живет на социал или работает и платит налоги. У тебя какое образование, я спросил. Хорошее у меня образование, хорошее. Так, хорошо. Агентура. А что я 15-рублевые заскочили к нам. Ну ладно, оставим пока 15-рублевых, поговорим с серьезными людьми. Так, Аслан, как бы сказать правильно, ВСК Ичкерия, могут ли туда входить другие национальности, например, Азербайджан, Армения, татары, грузины, турки, не знаю, как правильно сказать, но организация Ичкерия. ВСК был куда? ВСК был куда? Вооруженные силы или... Ну, у нас вообще нет ограничений ни на какие национальности, Адам. Ты же это знаешь, да? Так, Маш Ойл Аслан. Анонс скоро Лехч Ер сам хинца Ер. Ну, как обычно, что-то затягивается. Так, Ошабу. Анонимный бойцы шваю ачубеха. Так, значит, нет образования. Ну, хорошо, патриот. Хорошо, нет образования. Дальше что? Так, нам зашелся Дейкалош, засветился. Асан Тейпан Милуасой, нашел ухсо Тейпан. Так, все сказано, то они говорят шариат, а потом они демократы. Бита, ребел, а ты бита тергалца беш, провокатор, боша, чубахан. Оставь, не обращай внимания. Если кто-то там сильно матерится, слишком там себя на себе тельняшку русскую рвет, его тогда выкидывай, а так оставь. Так, да.
Если кто-то сжигает Коран, пишет Вулпес, это не повод высказывать гневные речи в адрес европейцев или в данном случае украинцев. Провокация это. Мы в таком мире живем, давно бы это нужно было понять всем. Как думаешь, кто первый из государств арестует Путина? Эд, я не знаю. Ну, во-первых, мне кажется, Путин не рискнет выехать ни в одну из стран, вообще ни в одну. Может быть, он в Китай будет летать. И Китай ему, мне кажется, в принципе, дал гарантии, что вот можно, э, что вот можно, если что, соскочить в Китай, чтобы жить. Вот мне так это кажется, да. А так, мне кажется, русские сами его сдадут, как сербы сдали Милошевича, своего ненаглядного, вообще святого, супер крутого Милошевича, сдали как миленького. Я думаю, этого тоже так сдадут. Я думаю, так это будет. Так, салам, братка, салам, юзер, салам. Эх, мобила, брат, тайпан хаттарн, ночью мат бючванюка, дух бол дел, спросил. Да, ну меня очень часто об этом спрашивают, очень часто спрашивают. Далсавер, родная войнаская земля. Подарок что вишон, ты придется вишон. Меня часто спрашивают, что котер таруцер, аслан арцую уса традиция хамзату, тво ночью мот бючарях, хиллаца аж то цен ночью чаря деш, но это не имеет сейчас никакого значения. Да, сам вооруженные силы Ичкерии имеют право или другие входить в эту структуру? Конечно, имеют. Любой человек может быть, если нашим законом это разрешено, даже не граждане могут входить в вооруженные силы. Или же по упрощенной какой-то схеме дается гражданство. Или там какой-то вид на жительство, а после окончания дается службы, дается гражданство. Конечно, могут, почему нет? Озвучи, что в списке после Путина больше 1000 чинов КГБ. Вот они и закукарекали. Ого. Эд, это хорошая новость от тебя, я ее не озвучивал, но ты ее уже озвучил. Озвучиваю, что в списке, окромя Путина, террориста Путина, больше 1000 чиновников и КГБшников. Вот они и кукарекают. Вот они и закукарекали, говорит Эд. Да, это фамилии, имена других не называются, так не принято, на кого выдается ордер, на них им не сообщают об этом, их задерживают просто. И вот сейчас кукареку пошло с Кремля и с Лубянки. Больше 10 тысяч, извиняюсь, да, 10 тысяч, конечно же. Так что все нормально. Пам-пам-пара, пам-пам-пара. Так, патриот, я могу подтвердить, что ты чистый ночь, я знаю, ваш род был патриот. А почему ты спрашиваешь, учился я или нет? Если ты знаешь мой род, наверное, ты должен был знать, что я и учился. Хотя, конечно, это не обязательно. Да, гражданство Ичкерии нужно заслужить. Да, почему Лукашенко против России? Потому что это гивнюк. Потому что он за свою власть держится.
власть должна меняться. Как-то так, да. Адам, я тоже из кухни сразу на эфир. Так, леди, всегда рад, Дион. Думаю, гражданству Ичкерии не нужно давать семьям предателей, у них должны быть карточки. Ну, это тоже такая система работает, она есть, в странах Балтии такое проходили. Лица без гражданства называется, выдаются паспорта, но они немножко отличаются, и вы немножко урезаны в правах. Например, вы не можете избираться и принимать участие в выборах, голосовании. Как-то так. Делир Саламашал, вот алюэ, машуот. Так, Ломаев говорит, кто не помогает правительству Чечни, что они враги чеченцев. Но Ломаев иногда не знает, что он несет и с кем он связался, во-первых. Ломаев строил шариат, он мне звонил, мы с ним разговаривали, и он мне рассказывал, что Тумсо очень правильный чувак, и что нужно строить шариат, короче. Сейчас они по-другому говорят. Поэтому Ломаев очень простой, наивный парень, которому я советую, если он не на крючке у спецслужб, да, не близко не подходить к этой грязи и так далее. И какое правительство, он говорит, если он говорит театральную труппу Ахмеда Закаева, которые играют роль какого-то правительства, которые собрали вокруг себя разных агентов российских спецслужб, людей, работающих на российские спецслужбы, то все, кто помогает этому правительству, я могу сейчас сказать, не могу, конечно, за всех говорить, потому что я сам был обманут вот этой ложью и дезинформацией, которая вокруг вот в этом чеченском информационном поле. Я могу сказать, что тот, кто понимает, то они должны понимать, что ничего ради чеченского государства и народа ни Ахмед Закаев, ни его окружение не делают. И это только лишь говорит о том, что вокруг собираются разные нормальные люди, вокруг Ахмеда Закаева не собираются, а собираются какие-то вчерашние КГБшники, НКВДшники, ГРУшники, ФСБшники. Вот как-то так, Дион. Поэтому, и кому он это говорил, Курочкины, это такие же гибнюки или там прислуга гибнюков, обслуга гибнюков, которые занимаются, которых, как я только разнюхал, кто они такие, я их оставил как есть и не трогал их. Хотя именно Инна Курочкина и Андрюша пытаются меня пристегнуть к каким-то Джамбулатом Сулеймановым, который фактически Джамбулат натравляет на меня своих собак, которые меня оскорбляют, угрожают мне и так далее, и так далее. И вот эти люди пытаются меня пристегнуть к Джамбулату Сулейманову, с которым у меня вообще ничего нет, не то, что даже общих дел нет, ничего дружеского, ничего общего и не идеологическому каком-либо другом плане у меня нет и не может быть у меня с такими людьми. Но почему-то нагло, абсолютно, беспардонно обслуга Ходорковского, обслуга фашистской России, Курочкины пытаются меня к ним пристегнуть. Это делается по заказу, я убежден в этом, делается по заказу Алим-Паши Салтыханова и Ахмеда Закаева. Эти люди направляют на меня каких-то киллеров, неудачных полукиллеров, которым заказывают убивать людей. Вот посмотрите просто, кого на меня направляют. Ходорковскую обслугу, полукиллера Цуцуева. Ну вот это все, что они могут бросить на меня именно в информационном плане. Это все, что они могут как-то повлиять и подействовать. У них нету ни одного уважаемого человека, который мог бы сказать, потому что ни один уважаемый человек близко не подойдет, после того, как узнает, кто они и что они. Поэтому вот такое вот дело. Я, знаете, еще как раз уже начал говорить на эту тему, хотел сказать, вот в Украине сейчас появляются какие-то люди, там представляются там правительством, ну, играют роль там министров иностранных дел, там, которые как в Америку ездят, там пытаются где-то представить себя. Другие люди там пытаются себя позиционировать себя представителями чеченского народа, чеченского государства. Я предупреждаю украинцев,
Все люди, которые, ну не все, за всех я всех просто не знаю, которые там связаны. Но многие люди, которых вы видите, украинцы, которые связаны с Ахмедом Закаевым, эти люди представляют для вас прямую угрозу, как представляют те же Гудковые, Фейкины и другие, которые есть. Потому что это вот одной стороны, одной баррикады, товарищи. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, не обманывайтесь, даже если там какие-то вещи очень запутанно могут вас к чему-то привести. К большому сожалению, я сам виноват в этом, потому что я сам был обманут, я сам был в этой каше, я сам топил за Ахмеда Закаева, потому что я не знал, что это за личность, кто это за человек. Когда его представитель, его правительство предложил мне работать на русскую разведку, его зовут Нашхо Эльдаров, по другим данным Руслан Сулейманов. После этого я оставил эту театральную труппу и вот этих всех деятелей. После этого на меня оказывалось очень сильное давление, как обычно, из-под тишка, из-за спины, какие-то там трюки разные были. Поэтому вы все это должны знать. Меня, кстати, когда склоняли работать на российскую разведку, мне предлагали и деньги, и все возможности для того, чтобы я работал против Украины, чтобы я добывал информацию украинцев. Я после этого принципиально перестал со многими украинцами, даже я состоял в спилке блогеров, и сейчас состою в спилке блогеров украинцев, я просто перестал там даже появляться, чтобы ненароком вообще не связываться, потому что как говорится у врачей, не навреди, а мой основной принцип. Я могу делать то, что я делаю, приносить пользу, даже не коммуницируя с украинцами. Хотя я с ними коммуницирую, у меня есть очень хорошие товарищи, с которыми я поддерживаю связь. И вот как-то так. Посмотрим, да? Как ты думаешь, Курочкины связаны с Ходором? Это я не знаю, связаны или нет, но они были с ним связаны, и я полагаю, что в какой-то степени, наверное, да. Но, как говорится, я их породил, они через меня сделали трамплин, и я их в чеченском сегменте, в чеченском информационном сегменте, я их уничтожу. И именно в информационном сегменте. Я их репутацию опущу на ноль. Именно вот этой Инны, которая нагло пытается, и Андрей, и Инна пытаются меня пристегнуть Джамбулату Сулейманову, с которым они сейчас рамсуют, с которым Закаевщина ругается с Джамбулатовщиной, Сулеймановщиной, и вот они пытаются меня пристегнуть к какому-то из лагерю. Хотя, если вы обратите внимание, никто не произносит моего имени, никто, они никак обо мне не говорят, потому что лишний раз не привлекать моего внимания и сделать меня таким маргиналом. Но вся проблема в том, что мы не можем быть маргиналами по определению. Я несу идею чеченского народа, чистую, честную и прозрачную. Поэтому чеченцы видят, чеченцы и фальшь видят, и обман видят. И я уже нашел себе на этом пути и братьев, и сестер, и верных, надежных себе товарищей, и старших, и младших. Поэтому ничего у них из этого не получится. Дай Бог. Ну, я могу сказать, что я вот тот трамплин, который из меня сделали Курочкины, благодаря, что я их ввел в чеченское общество, всем показал, я этот трамплин, я сделаю так, что в чеченском обществе они будут абсолютно неуважаемы, абсолютно не рукопожатны из нормальных чеченцев, из свободных чеченцев. Асан, пожалуйста, когда будет суд в Гааге, и там будут сидеть Путин и 10 тысяч КГБшников, пригласи меня, хочу послушать этот суд. Ты имеешь право присутствовать на суде, как правозащитник. Место ограничено. Эд, я тебе гарантирую, ты будешь рядом со мной. Я тебе это гарантирую. Если я там окажусь, ты будешь рядом со мной. Аслан, Путлера братва сдаст, скорее всего. Не будут они ждать, пока народ проснется. Ну, может быть и так. Посмотрим, Вилпес.
Да, Алмула, так и будет. Россия умрет, когда зайдет украинское солнце. Джахар Дудаев. Албания forever. Совершенно верно, Албания. Отличные слова мудрейшего и великого политика и государственного деятеля. Совершенно верно. Так. Я тоже была за шариат, но у меня, оказывается, совсем другое понятие о шариате. Если не ты и ЧДП, так узнала бы про арабский шариат, что именно шариатский. Да, шариат это же закон. А как мусульмане мы соблюдаем закон, хотим соблюдать и хотим, чтобы Бог был нами доволен. И ничего в этом плохого нет. Но нам пытаются какой-то, как ты говоришь, какой-то там смесь какую-то подсунуть и заставить нас подчиняться каким-то непонятным там людям. Так не будет. Так. Да, мула леди. Мне нужен ночь, а вот эти вот арабские законы нам неприемлемы, чеченцы. Конечно, у нас есть свои законы, которые не противоречат исламу. Перечисленные расливают умы наивных. Да, Албания, совершенно верно. Абсолютно верно. Так, давайте посмотрим, что она пишет здесь. Так. Агулинаш гурбуквайн бода алмула. Бровель, асам сага гуллер вацер. А почему тебе не попробовать, Гулба? Почему ты ждешь, что я буду? Я такой же человек, как ты, такой же рядовой гражданин. И я могу как врач только констатировать диагноз. Почему же тебе не подняться, другим не подняться? Сейчас кем ты за Ичкерии? Почему вы так много вопросов задаете с кем мы? Я с вами, друзья, я с вами. Вот есть вы и я. Все, что еще нужно? Мы создаем гражданское общество. Ходорковский это ФСБшник, скорее всего. Конечно, не скорее всего, а так точно. Потому что Ходорковский из комсомольских вожаков стать олигархом очень подозрительно. И даже то, что его посадили, а не прибили, это тоже очень характерно просто для КГБшников. Нам нужно обратиться к украинскому народу, пусть они не идут на контакты с Закаем и его людьми, говорит. Ну, я думаю, в Украине есть люди, которые прекрасно понимают, кто такой Закаев и его вот эта театральная труппа. Это никакое, это не правительство, и быть оно им не может, и не будет. Но попытка была хорошая, там, видимо, деньги неплохие выделили. Аллах борца, боль ночью. Амин, амин. Наверное, твои родственники дома испытывают большие проблемы. Есть такое? У меня нету родственников дома. Всех своих родственников мы уже давным-давно расстались, да? Остались просто знакомыми. Рустам, слушай разговор Пригожина и с Ахмедовым. Да, Гамид, слушал. Но они правду сказали, как есть сказали. Так, и Арслан все это понимает. Что я понимаю? Любой шариат тает перед нашими адатами, перед ног чала. Ну, не надо противопоставлять, леди. Ничего в этом плохого нет. Мы мусульмане, мы ими останемся. Да, среди нас есть не мусульмане. И это хорошо, что есть разнообразие. Среди нас будут жить христиане, иудеи,
Они будут иметь свои церкви, там, синагоги, еще там буддисты, например. Я очень со студенческих лет с большим уважением отношусь к калмыкам. Просто эти люди зарекомендовали себя в моих глазах таким. Я видел искренность, такую простоту в этом народе. И если у нас будут проживать калмыки, например, и им нужно будет молиться в своих там храмах, я с удовольствием помогу им, чтобы они могли там молиться и там проводить свои религиозные обряды. Почему мы должны как-то ограничиваться? Мы должны быть открытыми, какими мы есть, толерантными, нормальными, цивилизованными, какими мы и реально есть, а не те, кто нас, какими нас хотят представить. Я за то, чтобы провести всех, кто лезет в политику через полиграф, будущее Чечении. Это очень хорошая идея, я тебе скажу. Валлахи, билляхи, хорошая идея. Правда, эти политики, они такие скользкие существа, что они будут и этот полиграф обманывать. Ну и, а так, детектор лжи или психофизиологическая экспертиза, я полностью просто поддерживаю эту идею. Целиком и полностью. Валлахи, док. Вахтану алейкум ассалам. У нас Барт никогда не будет. 96 были самые храбрые, лучшие кенты. У них даже не было ФСБ, работает сре. Барт почему не будет? Ой Барт бук, ой Барт хельчане. За проблемят шун шадега дикхирдушун. Ассалам алейкум свободным. Алейкум ассалам, Шамиль. У всего окружения Путина миллиарды арестованы, и сейчас арест на них тоже распространяется, и у них выход только выдача Путина. Но там, знаешь, там ведь не один Путин, они все попали под раздачу, и поэтому, скорее всего, на этим не ограничится. Ночи, кто из вас принят арабскую культуру больше, чем свою, что ночи даст, ночи или исчез против арабов? Ничего не имею, уважаю все культуры мира, могу и уверенно сказать, Вайсан хазгылак должен амдать. Говорит вам ночи, да? Мой вопрос не ответил. Да какой у тебя был вопрос? Так. Ник. Леманхо. Леманхо. Асна, шо? Хундец Амадан Рейс Барт Мацхир Бутиевой. Ну, я только что ответил, лично тебе ответил, но я как раз об этом говорил. Я не могу быть с людьми, которые вокруг себя собрали российскую разведку и пытаются, вообще не считаясь ни с чем. Вы когда-нибудь видели, чтобы театральная труппа Ахмеда Закаева предлагала вам какой-то путь развития? Вы когда-нибудь от него слышали вопрошания к вам или какие-то вопросы, чтобы он с вами советовался, проводил прямые эфиры, чтобы отвечал на все вопросы, а не так резко вас там загашивал и так далее? Может, вы видели рядом с ним уважаемых людей, которые прошли всю войну, там были там участники многих событий и так далее, и так далее. Не видели и не увидите. Не увидите. Вы увидите Янгулбаевых, Салтыхановых, Ибрагимовых, Кутаевых и всех остальных. Вы что-нибудь такое видели, слышали? Не видели. И не увидите, еще раз говорю. Вот и все. А почему я должен быть, если нету других? Ответил я на твой вопрос? Ничабу, братан, Джамбадака, Эдиг, у них всех свои планы, каждого много людей. Ахмед, ОНЦ, Ахмед, он... Да. Так, Ходорковский был вторым секретарем комсомола во Фрунзенском районе Москвы. Да? Наверное, было, я не знаю. Я знаю, что он был комсомольским вожаком, а вот Фрунзенский район или нет, я этого не знаю. Ну, тебе виднее, ты, наверное, в курсе. У тебя информация всегда проверенная бывает, поэтому я доверюсь тебе. Именно Нохчалай Адач позволяет другим религиям соблюдать свое, а шариат, по крайней мере, теперь не позволяет.
Может быть, леди. У арабов, семитов, ведь у них посылались посланники Аллаха, больше всех говорили. Ну, давайте не будем сейчас арабов всех. Не будем всех в одну кучу, Марат. Разные есть арабы, и хорошие есть, плохие есть. И так далее. Так, нельзя строить будущее на отрицании всего, всех и всего. А почему всех и всего? Если я отрицаю связь с российской разведкой, с российскими старыми КГБшниками, которые были в советское время КГБшники, я не отрицаю всех и всех. Наоборот, я хочу наше общество очистить от этой связи. Я хочу, чтобы на Западе на нас смотрели не через призму российской разведки или России, а чтобы на нас смотрели как на отдельный субъект, представляющий свои интересы. Вот как-то так я это вижу. Почему я должен делать... строить что-то, опираясь на... Этого нет будущего просто. Сейчас мы в положении, когда у нас фактически нет ничего. Земля у нас оккупирована, наш народ находится в заложниках. Мы только-только избавились от имя террорист. Люди, которые нас называют, страна, организация, учреждение, которое нас называло террористами, они сами оказались террористами. Теперь для мира. И не на словах, а реально на деле. И ордера МУС это подтвердили. И сейчас нам никуда не надо спешить. Нам просто не нужно никого связанного с Россией. Никого не нужно к себе подпускать. Зачем нам эти товарищи нужны? Посмотрите, что они делают. Просто вот, вы можете наблюдать, что они делают по отношению ко мне и делать выводы просто. Вот и все. Полукиллер Цуцуев, которого прислали они 4 года, прислали тоже от правительства Ахмеда Закаева ко мне прислали. 4 года он молчал, а я ему помогал, там пытался заниматься его вопросами. Хотя зачем мне это нужно было? Ему сказали людей убить, он взял деньги. Потом он признался, что и я был в этом списке. Прислал адрес моих родителей, где я тогда проживал. А вначале он мне этого не говорил. И теперь опять реанимировали. И я убежден, за этим стоит Закаев и Алимпаш Салтыханов стоят. Вот эти товарищи стоят. Вот за этим деятелем. За этим. Вот это все, что у них есть, чтобы на меня натравливать. Киллеры, которым платят деньги для того, чтобы они убивали людей. Потом какие-то Курочкины, которых я отторг, когда понял, кто они и что они. И вот делайте выводы. Это так просто на прикормку. Человек, который мне прямым текстом в машине у меня сидел и мне рассказывал, что надо работать на русскую разведку и что я в любом случае буду на нее работать. Что 100% я буду работать. Я не знаю, как они так ошиблись, но это просто было уму непостижимо, да? Как-то так, да. Поэтому я не отрицаю будущее на всех. Наоборот, я пытаюсь объединить кристально честное, чистое чеченское общество, которых 99% здесь в Европе. Из 300-400 тысяч чеченцев в Европе, 99% из них, да, если 400 тысяч, то 396 тысяч чеченцев являются кристально чистыми, не связанными ни с какой разведкой. И вот мы должны таким образом объединиться. И самое главное, вот меня спрашивают, ты сам по себе? Я сам по себе. Я просто правозащитник. Я просто занимаюсь общественной деятельностью. Я пытаюсь восстановить чеченские права, которые постгеноцидный народ. Я начал с того, что у нас народ, земля оккупирована, народ в заложниках. Агентура просто, вот кого вы видите, она практически все заполонила вокруг. Информационном пространстве. И один за одним закидывают. Но одна проблема. Есть интернет, и у них нету кадров, которые вот за эти 23 года, пока они строили, или даже, скажем так, с 91 года, да, 32 года,
что у них нету других кадров, кого они нам могут прислать. Понимаете? Нету у них других, которые не связаны с кристальной биографией, чтобы они не связаны. Вот как я, например. Если бы какая-то малейшая связь была бы, они бы не молчали бы, мое имя не произносили бы. Они бы днем и ночью утверждали бы, что я являюсь там агентом, вот посмотрите, приводили бы доказательства. За все это время они не смогли привести ни одного доказательства. Вот такие люди нам нужны, которые никак не связаны с Россией. Вот что важно. С Россией имеется в виду с российской разведкой. А так у нас у всех, почти у всех, кто проживал в России, у всех паспорта и все остальное, и работали и так далее. Как-то так. Просто если они его выдадут, говорит Эд, их сущность будет смягчена. Ну, да, в этом ты прав. В этом ты прав. Эд. Да, так же произошло и с Слободаном Милошевичем. Да, я думаю, если Путина выдадут, у них дела будут лучше. Но проблема в том, что у Путина он к этому готовился. Путин вот этих кадыровцев себе набирал, вот эту путинское охранное предприятие вот этих попов кадыровских. Он же набирал именно для этого. Вот они и вот этот ЧВК Вагнер, так называемая банда вот это убийц. Поэтому он, конечно, будет обороняться очень сильно. И я ожидаю вот массовых репрессий, расстрелов, отмену смертной казни, отмену моратория на смертную казнь и возобновление вот этих расстрельных троек и СМЕРШа. И я думаю, вот этот Пригожин, и вот эта запись, которая сейчас была слита, это будут первые сейчас, кого будут публично расстреливать, наказывать там и так далее. Ну, посмотрим. С Ходором Рашка рассчиталась через решение МУС, вытащив из страны миллиарды ради фирмы однодневки ЮКОС. Это просто отмывка бабла Ходора вместе с Путлом. А сейчас МУС не признают. Ну, может быть, я про Шамиль все эти детали не знаю. Так, Эд, Асна, как ты думаешь, свободной Ичкерии нужно будет создать подобие Моссад? Я думаю, Эд, подобие Моссад уже нужно создать в Украине. Чеченский Моссад, подобие этой организации, уже должен существовать. Потому что должна существовать контрразведка, должна существовать у нас мощная информационная площадка, где выступают свободные независимые лидеры общественного мнения. И, конечно же, вот контрразведка и разведка в виде наподобие Моссад, она обязательно должна быть. И я думаю, она уже есть или формируется. Я полагаю, я надеюсь, что люди не сидят без дела. Просто я этим не занимаюсь, а то, что я не занимаюсь, я в это пытаюсь не лезть. Амин, амин, ва алейкум ассалам, шавега машуоя. Так. Ахмил хутта гуцик, ас бадик, гду Курочкина Инна, Саид Амин Ахмад, они работали, правду надо. Я не видел, чтобы они работали. Имитация деятельности была. Результат мне покажи, какой есть результат. Посмотри, кто вокруг них. Это не так. Это не так. Это не так, друзья. Это продавцы воздуха, продаватели воздуха, я их называю. Так, это был дискурс ему казахов и арабов, а не предъявление претензий как нации, народа. Мы мусульмане и любим их. Все, Мурат, я тебя понял. Чтобы доказать вину человека, необходимы веские аргументы. Быть судьей, следовать адвокатом в одном лице очень ответственно. Это с точки зрения ислама и наших адатов. Это к чему сейчас ты говоришь?
Так что вот такие вот дела. А сам, машаллах, дикгушу, албухаста. Надо бы оставить разногласия хотя бы перед мировым сообществом. Яхельизер Масейра. Руслан, разногласия Бокуду. Какие разногласия могут быть? У меня нет ни с кем разногласий. Если бы с тобой говорили бы на тему, давай ты будешь работать на русскую разведку. Ты вот приходишь к людям и говоришь, вот ты ко мне подходишь и говоришь, Аслан, волокична остуксон. Вот все мои знания, все мой настрой, мои желания. Я же просто жизнь оставил, все оставил, думаю, ну все, погружаюсь полностью, хотя всегда я был сторонником. Вот вы сделал такой выбор. А тебе говорят, давай ты сейчас будешь работать на русских, вот тебе ГРУ, ты там дыч хаздаться, там над девушкой надругался, и вот мы, короче, ты у нас в руках, и мы тебя, короче, возьмем туда-сюда. А ты этого не совершал, такого быть не может просто по определению, понимаешь? И вот когда вот такая вот ситуация возникает, что ты должен сделать? Ты должен сказать, нагалца дохш, аддит дизер. Но нагалца дохш, аддит шхельча, тогда ишта цейркарадаган, лячнукар, другого ничего нет. Все молчат. Я посчитал, что я не буду молчать. Почему, если я против Путина и Патрушева и Кадырова, их марионетки, говорю, почему я не должен про ГРУ говорить, почему я не должен про других говорить? Вот о чем работа, вот о чем суть. Цяк хата нисо. Цяк хата. Я тебе говорю то, что я говорю, а ты у них спроси, что ты меня спрашиваешь. Как попасть в разведку ГРУ? Не знаю, нужно, наверное, в ГРУ тебе обратиться. Так. Моя хороший амин или плохой не имеет значения. Я тебе говорю про веские аргументы, например. Вот ты говоришь про веские аргументы. Я тебе веские аргументы. Куда еще весомее тебе аргументов нам приводить? И все. Откройте глаза. Не надо людей дурить просто. Не надо тень на плетень наводить. Конкретные вещи. Вы же видите все. Я поэтому предупреждаю украинцев, всех, кто меня смотрит и слышит, не доверяйте труппе Ахмеда Закаева, театральной труппе, которая изображает из себя правительство какое-то. Не являются они. Я виноват, что я был обманут. Как только я узнал, что это ошибка, я это публично заявил. Потому что я говорил обратное ранее, потому что был обманут. Поэтому вот я вам прямо заявляю, Дион. Адамс, Аслан, Соуком, верный, обезбашенный, сумасшедший, как тебе такой? Обезбашенный нам не нужен, сумасшедший Адам тоже нам не нужен, верный нам нужен, но вот я тебе как пример говорю, Адам, вот ты такой вот верный, ты поверил, мне поверил и готов рядом стать, а я тебе говорю, давай работать на русских. А ты-то верный не потому, что вот я Аслан там в очках и еще что-то там с лысиной. Ты же не поэтому, правильно? А ты потому, что я каких-то взглядов, те, которые ты разделяешь, взгляды ты придерживайся. А я тебе говорю ровно противоположно. Я тебе говорю стать предателем. Что ты, какая у тебя будет реакция? Куда денется твоя безбашенность? Вот о чем речь. Аслан, ты обвиняешь людей в очень тяжких грехах перед аудиторией. Было бы правильно подробно ушателям. Что знать, слушателям ты, наверное, имеешь в виду? Я обвиняю в том, что я говорю. Я не знаю, какие выводы ты делаешь. Я говорю прямо, как есть. Вот и все. Какие еще вопросы? Алло, Адам, ответил он.
вопрос, что бы ты сделал бы? Вот ты мне доверяешь, ты начинаешь какие-то дела делать, вот, значит, доверился, вот, ты говоришь, что ты мне говоришь, как я говорил. А потом тебе в машину садится человек из правительства, так называемой театральной труппы Закаева, и говорит, давай работать, и ты будешь работать. На тебя есть компромат, и а его нет, этого компромата. В лужу сели очередной раз. Знаете, ситуация какая? Старое КГБ, советское КГБ, у которого чеченский народ забрал власть и избрал себе президента, сейчас хочет у кадыровцев забрать эту власть обратно. И нам предлагают быть на их стороне. Я лично в этом не участвую. Бог ас. Вот и все. Подробно рассказать слушателям по каждому обвиняемому тобой. Я уже много раз рассказывал, сделайте выводы, если есть конкретные вопросы, задавайте. Я конкретно буду отвечать на то, что я знаю. По каждому рассказывать, расклад делать. Кому надо, где надо, я уже сделал. Под запись, своим доверенным людям. Я это все сказал, все будет сказано и дальше будет сказано. Как вы видите, все идет под запись. Я ничего не скрываю и буду говорить. Сун плевать, Путин тигвала, Патрушев тигвала, любой КГБшник тигвала, сун плевать, Нохчему отбьюч и вала, и милла и вала, и наш ход эпан и вала. Ко мне в машину сел человек, именно наш ход, который за наш ход топил. Это, наверное, должно было как-то на меня повлиять. Плюс еще компромат, плюс еще деньги, плюс еще много чего мне там обещали. И так далее. Ночи Бог лушбац, ид слушбац, кир лушабац. Вот что я скажу. Самозванное правительство Закаева в подавляющем большинстве состоит из людей, сотрудничающих со спецслужбами России, говорит Мансур Мак. Вот, и я знаю только маленькую верхушку. Я даже не занимался этими вопросами, понимаете? Я этими вопросами не занимался. Расскажи, что делает Моссад. Ну я не знаю, Моссад. Ты вообще тему переводишь на это русло. Я просто все детали не знаю, но надо будет подготовиться, посмотреть, что делает Моссад, и посмотреть. Моссад — это военизированная разведывательная организация, которая наказывает врагов Израиля, вот, если коротко. Да уж, Аслан, с этим жить будет очень трудно. Тогда я вообще стану обезбашенным, и даже не буду себе верить. Вот так и человек становится психически ненормальным, я так думаю, Аслан. Вот, Адам, вот ты ответил на мой вопрос. Это было, я тебе скажу, как будто тебя холодной водой облили. Вот просто ты... Я не понимал, что происходит. Я был дезориентирован. Хотя меня предупреждали люди, с которыми я познакомился. И эти люди мне говорили: Аслан, матеш Аслан, валла билла багар, цармел алла хила махилар. А я этих людей только узнал, и я думал, этих людей я не знаю, а тут Закаев, его там Лондон, Англия, там его все принимают. Он там на переговорах был. А этих людей никто не знает. А вот тех, кто не знают, они честные. А вот тех, кого знают, они нечестные. Вот как выходит в жизни, да? Так. Вот что произошло со мной, Адам, да? Ну, ничего, век живи, век учись, Дион. Поэтому я буду дальше продолжать. А что мне делать, если кто-то оказался не тем, кого или кем он себя представлял? Это не значит, что я, который поставил на карту, на кон все, должен сейчас отказаться и сказать: нет, я поставил на кон. И дал мула, я дойду до конца свой путь. Дал мула. Дал ниц луэлксон. Вот как-то так, Дион.
Stinger masel da seviyor şu padak. Stat ilçum dachun vejere. Nisba santak. Ahmad Ukraini могу швой мечаду окстагу и уважать вовез нах рейсхир. Какая разница эгду? Соцакита або. Украине мос соцакита абочин. Асан закаевега хил ичкери печач кадировик передать дениха махаун. Цага Минкер, сунешь передать, я не знаю, передавал Закаев печати или нет, я знаю, что у Закаева нет никаких печатей, никакого отношения к власти он не имеет нашей, никаких архивов, никаких печатей у него нет. Ну, там, может, какие-то там бумажки есть, но они не имеют никакого отношения. Я не знаю, наш архив попал к русским, мне кажется, уже давно, я не знаю все детали. Аслан, валлай, я верный друг и открыто, когда чую рядом предательство, я буду ненавидеть этого человека. Вот, Адам, тогда мы с тобой понимаем друг друга. Я такой же. И если я верный, и мне, оказывается, меня используют. Нет, цуна укрдаться. Вербовать идти, убивайте, я же уже сказал. Убивайте. По-другому не получится, да. Я же первого дня сказал, надо верить, когда я говорю. Научитесь верить, Леон. Рамадан Мубарак. Рамадан. Так, какая кровавая драма предстоит за власть в Чечне? Не знаю. Имеет главную роль в спектакле. Да, Зумсо? И мира там не будет еще 100 лет. Именно сейчас этот мир там наступит. Знаешь почему? Потому что, как только что ты читал сообщение от Эда, который очень информированный человек, даже это, 10 тысяч чиновников и КГБшников, военных КГБшников будут осуждены. Террористическая банда ФСБ будет расформирована. И вот мы придем к своей победе. Да, Алмула. Так что все будет. Ставим лайки и поддерживаем Аслана. Бог Эдс. Да, Эдс, ставьте лайки. Мы уже 1,5 часа в эфире, но я еще посижу, друзья, с вашего разрешения, Деон. Салам маршал Хулил Масерга Кверт Алшу. Дели салам маршал Хулил. Кто их будет судить? Мне вообще нравятся ваши вот эти комментарии, там мира 100 лет не будет, судить кто их будет. Вообще, мне нравится, когда вы такие вещи говорите. Очень интересно за вами наблюдать. Кто Слободана Милошевича судил? Помнишь? Радка Младича кто судил? Помнишь? Вот те же будут. Ну, в другом составе, правда. Я сказал Ахмеду Украине, а мы где? А какая разница, в Украине ты или здесь, в Гамбурге сидишь, или в Париже? Какая разница? Имеет какое-то значение? Я не вижу никакой разницы. Спросите Сайтамина Ибрагимова, он вам ответит. Я все сказал, что я хотел сказать. Вот и все. Хатташ, Цюнгшадега, Цудвицер Душин. Вместо них другую организацию создадут. Да, создадут другую организацию, но это не будет та организация, которая есть сегодня. Конечно, спецслужба Россия, как Русская Республика, Русская Народная Республика будет. Русских геноцидить никто не будет, как они геноцидят чеченцев, или украинцев, или сирийцев, или грузин. Никто не будет. Их территории завоевывать не будут. Просто их сделают чужие территории, разойдутся, и все страны будут жить свободно и независимо. А у Русской Народной Республики будет своя спецслужба. Да, это произойдет. Как-то так.
Как-то так, да. Как-то так. Так, давайте вам. Ва алейкум ассалам. Вес. Басаева, когда спросили, помните, он сказал, долго ли он привел из Хаджа Насреддина, когда будут перемены, спросили Хаджа Насреддина. Он сказал, если ждать, то долго. Вот. Не надо ждать, давайте организовывайтесь, собирайтесь, давайте показывайте, что мы есть, появляйтесь. Вы говорите, что там что-то нужно изменить, нам нужно домой. Давайте это делать, чеченцы. А кто это за нас будет делать? Вы думаете, американцы придут? Или украинцы придут? Или армяне придут? Никто не придет. Только все сами. Все сами. Тяжело, трудно разбираться, кто свой, кто чужой. И придется пахать, пахать и пахать. Это не так просто. Это КГБшникам будет попроще. Потому что у них уже есть система, и они, когда придут к власти, они не несут ответственность перед нами, они обогащаются за счет нас. А нам придется все делать самим и еще неблагодарную работу эту иметь, да? За любой косяк, за любую ошибку получать по башке от своего же народа. Да. Так что это не так. Как-то так, да. Друзья, да. Что нужно сделать? Я бы с удовольствием. Конечно же, нам нужны люди, которых мы будем поддерживать. Эти люди должны выйти из тени. Они выйдут. Нужно время. Подождите немного. Пока давайте готовиться к этому. Мы должны четко сформировать свое представление. Вот как мне только что писали. Куда мы идем, что мы строим. У нас есть свое правовое государство. Чеченская демократическая республика Ичкерия. И мы должны вот в этом направлении держаться. Как только произойдут необходимые события, люди выйдут, которые нам нужны, которые объявят о себе. И вы у меня увидите, который будет их поддерживать, который будет говорить о них. Сейчас это уже будет осознанный выбор, разобравшись во всем, кто есть кто, где свой, где чужой. Я буду абсолютно непредвзят, кто бы там ни был. Если я увижу валлахи ирдук, валлахи биллахи ирдук, если я увижу хоть какую-то малейшую, не потому что я какой-то святой или правильный, вот у меня такую миссию я на себя взял, неблагодарную, не очень хорошую, очень неприятную. Ну вот я взял на себя ее. Кто-то должен был это сделать. Вот я это делаю. Вот и все. А всем КГБшникам и всем вот этим людям, которые есть, я понимаю, что вами движет, что вас толкают и так далее. Но у вас нет никаких шансов. Поэтому уходите в тень. Кто раньше уйдет в тень, тому я Кадырова раньше предупреждал. Хауэл. Честное слово, я Кадырову много. Вот мои зрители, мои единомышленники, соратники, свидетели этому. Я призывал Кадырова, я могу помочь тебе. Валлахи мог я помочь. Тогда я мог, много что я тогда мог для него сделать, чтобы его программу защита свидетелей, чтобы он дал показания обо всем. Он должен был выдать всю информацию, которая имеется. И за это его бы американцы спрятали бы. Я мог этого добиться. И я ему это предлагал. То же самое, но он не поверил мне. Не поверил.
Хотя я уверен, он это слышал и все такое. Сейчас этот вариант уже не работает. Все, нет этого варианта. По крайней мере, у меня такого я не вижу возможности. То же самое я теперь говорю другим КГБшникам. Не Кадыровским, а другим уже. Вам я советую, лучше уходите в тень. Мне ничего не нужно. Я никому не угрожаю. Я сошу кирде швацу, я шун угроши, я швацу. Шуга сови таруонша возможность чуиха сон. Но сам факт, если вы хотите думать о своем будущем, я вам советую, уходите в тень. Уходите, ищите себе крышу среди ичкерийцев, которые будут вас прикрывать и дадут вам какие-то гарантии безопасности. Хотя это не будет стопроцентной гарантией. Вот так я это вижу ситуацию. Хотите, это мой совет, воспользуйтесь, не хотите, не пользуйтесь. А ситуация будет такая, что чеченский народ не подпустит на пушечный выстрел людей, которые связаны с российской разведкой ФСБ или ГРУ. Это я вам 100% гарантирую. На каждого есть досье. На каждого досье будет опубликовано. И тот, кто не сможет сейчас уйти в тень, попробуйте меня услышать. Хоть вы меня все ненавидите, я знаю. Попробуйте услышать. Если вы сейчас уйдете в тень, есть вероятность, что кто-то с кому-то что-то сойдет с рук. Вот как-то так. Как-то так. Конечно, можно. Я как раз этим отвечаю на вопросы. Задавай. Ва алейкум ассалам. Тот, кто тут задает вопросы. Европе был критик, хин закаеве, тешбех, халарч обол, без кадыркер опасную, заки зок. Кадыркер опасную, заки зок, бо Микаэль. Дела, Микаэль. Я тебе могу сказать, ты недалек от истины. Умна, диккит он, ха. Так, Асан, тебе нужно рядом волки и смертники, гладиаторы, скажем так, понимаешь, о чем я, да? Адам, не нужны мне смертники, не нужны. И волки нужны, мы должны гражданское общество собрать. Не надо, не надо. Все отлично, Адам. Дерес воль дал си дуэла. Ассаламу алейкум, ассалям. Ва алейкум ассалам. Масад наказывает всех, кто посягнулся на жизнь израильтян и не преследует преследует преступник по всему миру. Наказание неизбежно. Да, Эд, спасибо тебе за информацию. Именно так. И этот Масад мы создадим. Он, если еще не создан, то уже создадим. И ат-ич вулим ду. Да, сам был несколько раз обращение к Кадырову. Да, леди, я обращался, вы все помните. Адам Ашволь. Со Германии. Уаш. Молодец, Мусим. Асан, скажи честно, пожалуйста, чуешь где-то как-то для себя опасность? Я по этому поводу, Адам, не заморачиваюсь просто. Если я буду думать об этом, то я не смогу заниматься своими делами. Я принимаю меры, конечно же, и мои друзья принимают меры, и немецкие органы принимают меры. Но я по этому поводу не парюсь. Црабиваться, вин црабилировать. Так, Citizen ичкери богват сон просто диасия гино лавно таджимал лавана хучур. Короче, зяки милуи милуи цауш санарата провокатор шба чубюш цахатарш деши цауш дюч что цадоузали что гиндацали. Причем я за вами не слежу, вы мне вообще не интересны даже. Просто вынужденно, попадаюсь, на вас и вижу вас, Шай курочки на больше закару, заки волч вайш, адлойш. Цик кучума яриш, дугдарш. Вы даже не представляете, как вы мне не нужны.
Да, Игнатьевич, дом, да, что будет? А, Милш, деши, да. Doch dik gaat zijn als zo Duits. Zo'n чул dik gaat zijn, шадега. Ах, сайн as хуак шадега це Дютшун. Я не все рассказываю, что я знаю. Так вам. Для размышления даю информацию. Настанет время, все узнаем. Асна взломаю элег хуэдер а. Кто не поддержит закаев, они враги чеченского народа и прочее. Ну, это, конечно, в свете того, что я сейчас говорил про театральную труппу Ахмеда Закаева, могу сказать, что, конечно же, это все чушь, говорит Муса. Но я знаю Мусу как очень простого парня. Вот я о нем слышал, и я с ним общался. Вначале мы с ним как-то разговаривали. Он топил за вот этого агента Абдурахманова. И тогда он был за шариат. Шариат, торг, шариат и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже как бы там какая-то горская республика у них, еще чего-то у них. Ну, что им? Они пробовали, они реально много сделали. И деньги, наверное, выделены, там активность какая-то есть. И третье, и десятое. Но из этого ничего не выйдет. Ничего из этого не выйдет. Просто не я знаю 1% правды. 2, 3, 5% правды. Здесь люди знают 100% правду. И эти люди есть, они живые, слава Богу. И эти люди уважаемые. И эти люди, которых вы все знаете, которых многие знают. Понимаете? И эти люди еще скажут свое слово. Все у нас отлично, все у нас идеально. Цубюце курбу. Цубюце курбу. Мусас, ломаю Мусас бюцек. Просто он простой наивный парень. Если еще его Бог костюм, хацанный крючок тебя там на что-то тебя поймали, где-то там тебя не держат. Вот цань ухир. Давай, я всех призываю. Дадоу, валла, вас просто используют. Что просто терпеться использовать, что довой душу. Что гураду довойч. Так. А это все решаемые проблемы. Главное, чтобы Ичкерия вступила в НАТО и потом все остальное. Да, Эд, но если у нас будет агентура, я тебя уверяю, нам не дадут просто вот эта агентура вступить в НАТО. Понимаешь? Вот как сейчас с Украиной проблемы создавали. Вот вы в НАТО вступаете, вы это делаете. Вот такая же у нас будет проблема. Поэтому нам сейчас, пока мы, как говорится, на берегу находимся, пока у нас ничего нет фактически. Да? Народ в заложниках, территория оккупирована, все уничтожено, выжженное поле. И вот сейчас нам предлагают на этом выжженном поле, как когда-то у нас там Кунта Хаджи был, там разные у нас ученые люди были, святыми мы их считаем. Вот эти люди, вот их учение после их смерти, КГБ, НКВД прибрала себе в руки, еще царская охранка, и использовала последователей, так называемых мюридов, использовала в своих целях. Вот сейчас Ичкерия пытаются сделать то же самое. Это не проканает. 21 век, мир изменился. Все отлично. Так не получится. Так, артисты Погорелого театра в прямом смысле. Да, совершенно верно. Дал алшвио асан, ты честный. Дал мула. Дал рейс хуйль массу дойрхой дал аш. Светуали вистрелять чуамусем. Команду авистр. Хушчувал прямой эфир, авистр еще шуква. Ты прямо можешь сейчас зайти в ТикТок и убить прямой эфир. Ассалам, так. Салам Машал, Масарга, я поддерживаю Ичкерию, а не Закаеву или кого-то другого. Хусейн Мукаев. Ассалам алейкум, салам из Финека. Хасханери Аслам. 95-го года твое мнение не изменилось. Ва алейкум ассалам. Хусейн, машу ойло. Улилдо. Слишком откровенно. Мойло, фамилия церц. Да, с 95-го, с 94-го года. 95-го года. Первый асдуй бианцулды, асайдуй каринуат. Мнение хица цейло сен.
Да, холодешу, муаштушу. Много воды с тех пор, почти сколько уже? 20-30 лет с тех пор прошло, почти 28 лет. Финек помню. Мусим, ху вопрос дуасуик, хотя ты можешь написать мне на e-mail, ты можешь написать сюда, если у тебя что-то есть. Всем агентам КГБ совет: убирайтесь из фашистской Российской Федерации, пока вас не арестовали. Это те, кто живет в не фашистской Российской Федерации. И не только агенты, их семьям в том числе. Слушайте это. Это плохое не посоветует. Глупое не скажет, да. Джо Бюхум хили ломая бо асан. Ну, к Бюхума просто он очень наивный парень, я пообщался с ним, просто и наслышан о нем. Он простой просто. И, видимо, пользуется этим, да. Так, Масарга салам. Алейкум бюсти кюль масирова алейкум ассалам. Да, хазник кюа, гилане. И никек, а сразу банит вешва он. Ассаламу алейкум ассалам. Так, вот такие вот. Скажи, пожалуйста, кого ты предлагаешь, чтобы поднял флаг, Аслан Исиев? Я не могу сказать, кого я сейчас скажу. Если я скажу это имя или их несколько имен, это будет атака на этих людей, на их родственников будет атака. Подождите немного. Иш бушон. Иш духло бушон. Тысячами бушон. Да. Байр каяха, даяха, эйе, кыш, кегинеш бушон. Ассаламу алейкум, откуда ты читаешь коммент? У меня идет стрим в YouTube и в TikTok. Да, сахон مسلم از قجوا دوی چول قصه هون سودل اتویچ داتسون هاي خاطر дек хахатса айла сумма дуйцер датсон. Я уже эти анонимные вот эти игры не играю, там с кем-то договариваться. Я раньше часами людям что-то доказывал, объяснял. Если есть публично под запись, давайте так разговаривать. А то вот эти игры вот этих, я так сказал, я так не сказал, ты там так подумал, я уже соцуна лоу швацу мусим цундела. Если есть хахат прямой, сэн уж де газда и дон. Асалайкум шумасу воуши люй шунду. Тумасу дат том люйшу алейкум ассалам. Агент але. Агент але. Хахат сэн уж да и дон. Я за Чеченскую демократическую партию. Вот. Там нормальные ребята собрались ночью. Но они не одни, еще есть куча людей, да. Куча, большая просто. Тоба. Салам алейкум ассалам, Кимран. Все хорошо, спасибо.
Вообще без понятия, все открыли себе партии, каждый кричит Ичкерия. Ну, партии это хорошо, люди должны добиваться расположения, объяснять людям. Главное, единственное должно быть у любого государства, оно не должно быть коллаборационировать с агрессором, с оккупантом, с иностранной державой. Вот что должно быть. Да, союзные отношения с кем угодно могут быть, дружить нужно, договариваться, дипломатические отношения настраивать. Но с фашистской Россией, которая убила у нас 300 тысяч человек, и с разведкой, с агентурой, которая им помогала, вот с ними, главное, не будьте связаны. И открывай партии, набирай единомышленников, как это делает Чеченская демократическая партия. Полный вперед, какие вопросы. Какая из сегодняшняя партия тебе самая близкая? Я не знаю, какие партии здесь есть. Я знаю, что есть вот Чеченская демократическая партия, которых я знаю, некоторых из них ребят. И я могу сказать, что эти люди не связаны с российской разведкой. Вот что я могу сказать. Их мнение, их политические какие-то взгляды вы можете посмотреть и сами определить для себя. Будет лучше, если поднимешь флаг Ичкерии. Флаг Ичкерии я поднял и несу его с 95-го года, как тут было сказано. Да. Будет тиктокер хейр мадарит лашвай. Мегерду уже с индра гичкирло. Держись, ассаламу алейкум. Рамзан, кто для вас? Ва алейкум ассалам. Какой Рамзан? Какой? Ты про Кадыркина говоришь? Он то для меня, то для кого он является, для всего мира. Так. Эти игры не играют Дадех Киам. Да, Будадах дизас, мусим. Что ты хочешь от меня? Серьезно, умно ждуч, маворсо. Ой, Хадуйчола, задай вопрос, я тебе отвечу. А вот чтобы там в личку к тебе что-то объяснять тебе, кто там агент, кто не агент, доказывать, у меня и времени нет, и желания нет. Если ты хочешь что-то задать прямо, я тебе прямо публично под запись отвечу. А так, сунамилуца, Германия, убова, ну, ухо, и все. Если ты хочешь разобраться, я тебе говорю, слушай, что я говорю, и ты многое поймешь, если ты независимо хочешь разобраться. А если ты хочешь какие-то там вещи крутить, вертеть, это тоже же не уже целоузон. Если ты хочешь задать конкретно, а оля прямо да иду. Сумшадик цахаун, сахушдик да иду. Так. Так, они не одни, еще есть куча диких. Аслан, таких как ты мало честно, я искренне сердце говорю, за тобой пойти не грех, а гордость. Дерес хуль, Адам, дерес хуль. Брат, не боитесь то, что Кадырка может вас убить? Кимран, Кадырка не может даже, там, я не знаю, кого убить, ну, если ему связанного кого-нибудь положить. Я являюсь не врагом Кадырова, я являюсь врагом фашистской России, террористической банды ФСБ и ГРУ. Вот они могут меня убить, и я не боюсь этого. Потому что я чеченец, а чеченцы ничего не боятся. Хау планши, дитя, са планши, стрим дамаяльна, сайна остик телевон туан диксай чай молштин, скамел да юкса планш. Ахмад Силас чуянуэна. Так. Друзья, я думаю, на этом наш стрим можно уже завершить. Сейчас 2 часа уже мы в эфире. Я думаю, на этом я свой стрим завершу. Послезавтра на чеченском языке, в среду. Может быть, я завтра выйду в эфир.
Все зависит от времени, хотя сомневаюсь. Давай, воин, задавай вопрос. Отвечу на твой вопрос, и можно уже закругляться, да. Цаё, гордина, цаё. Как понедельник, пятница на русском, среда, воскресенье на чеченском, ну и так как получится по возможности и так далее. Добрый вечер. Добрый, Зарем Алим. Масана Хурвен, Масана Хурвен, мои стримы, мои видео вы можете найти на канале Аслан Арцуев, Human Rights Center Ичкерия. Аслан Арцуев наберете, увидите. Я там в кепке на фотографии. Есть у меня другой канал, который сейчас находится под 2 страйка, прилетело и на грани блокировки, поэтому я его пока приостановил, все видео закрыл. Это мой основной канал. Reality называется этот канал. Я думаю, после 4 апреля 1 страйк с него слетает, или оба. И я уже открою этот канал и восстановлю почти все видео, которые у меня там были, потому что я все видео закрыл. Нет у меня в Норвегии родственника. Есть. Точнее, да, есть. Один есть. Мегарду, я сестрим, да, ерзёс. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите. Все будет Ичкерия. Реалити подписано. Все. Мегарду. На этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего. Бюсте палёль. Черею потом записи посмотришь. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку и быстрее засуди эту террористическую банду ФСБ. Адикюр бюзде палёль машойль.